Согласно международным исследованиям, люди с диабетом чаще болеют коронавирусом. Это результат международного исследования. По мнению специалистов, коронавирусная инфекция вызывает свертывание крови, что приводит к тромбам. Поэтому люди, состоящие на учете у эндокринологов, находятся в группе риска. Мы говорим о том, что вакцинация поможет предотвратить вот эти осложнения у наших пациентов, и вакцинация поможет избежать тяжелых летальных исходов у заболевания, если даже пациент заболеет COVID-19. Когда говорят о том, что вакцинация способствует заболеванию, это неправда. Если пациент после вакцинации заболел, то, скорее всего, он был инфицирован на тот момент и имел контакт с вирусом, потому что в любом случае, даже если пациент заболевает на фоне прививки, то последствия от прививки, они длятся всего лишь 1-2 дня. А заболевание проявляется через какой-то промежуток времени, через несколько дней как минимум. То есть это может быть контакт с вирусом другой. В то же время людям с повышенным уровнем сахара в крови не следует вакцинироваться в период обострения заболевания. Вакцину можно вводить только тогда, когда состояние пациента стабилизируется. Вакцинация – это борьба организма с вирусом, а не сыворотка, которую он использует для его лечения. Эти и другие данные были представлены на дискуссионном клубе эндокринологов. Мы делимся результатами нового исследования. На данный момент специалисты подробно разъясняют все подробности за 1,5 года своей работы и анализа ситуации. Эту встречу можно назвать дискуссионным клубом. Пришло время поделиться друг с другом тем, что знаем. Это очень необходимо, потому что каждый день выходят новые исследования. На дискуссионную площадку также были приглашены эндокринологи из центров семейной медицины, потому что когда в обществе происходят пики заболевания, большинство граждан обращается в медицинские учреждения по месту жительства. Им нужно доступно объяснить, для чего проходит вакцинация. В этом направлении также произошел обмен мнениями среди медицинского сообщества. Например, я обращаюсь ко всем, призываю всех сделать прививку, чтобы жить дольше. Никто нас не будет заставлять, только по собственному желанию. Люди боятся того, что будет дальше в последующие месяцы. Ничего не будет, мы тоже привиты. Ожидается, что вирус распространится в июле, так как в течение последних 2 лет число людей, заразившихся коронавирусом, в середине лета было высоким. Единственным способом предотвратить распространение болезни – вакцинация. Альбина Айбекова и Ният Эргешева, ЛТР Бишкек.